День, уважаемые друзья! Рада вас приветствовать. Меня зовут Игнатова Ярослава Игоревна. Я являюсь учителем-логопедом МАДУ детский сад 61, а также консультантом консультационного центра Коми Республиканского института развития образования. Сегодня мы с вами встречаемся и говорим о такой насущей проблеме, как профилактика дисграфии в дошкольном возрасте. Почему возникла эта тема? Потому что очень часто стали обращаться родители в консультационный центр для того, чтобы с вопросами, то, что у детей в начальной школе возникают проблемы с письменной речью. И вот сегодня мы с вами поговорим о том, что же такое дисграфия и как устранить то, что происходит с ребенком, да, и как поработать, провести профилактические меры для того, чтобы ребенок был успешен в школе и чтобы не допускал, конечно, ошибок. Давайте начнем. Итак, большинство детей, поступающих в первый класс, функционально готовы к выполнению школьных требований и без труда справляются с новым видом деятельности. Однако среди первоклассников есть такие дети, для которых учебная деятельность представляет значительные трудности, хотя умственно они и развиты совершенно нормально. Это явление далеко не случайное. Его причины уходят своими корнями в дошкольный и даже ранний возраст. И вот сегодня мы с вами об этом и поговорим. Задолго до изучения грамматических правил ребенок должен овладеть основами грамоты, то есть хорошо разобраться в звуках, буквах, из которых состоят слова, и научиться точно фотографировать устную речь в условиях полного совпадения написания с произношением, когда пишется, так и слышится. Это удается далеко не всем детям. И у многих из них уже в первые дни пребывания в школе возникают специфические трудности письма. Пропуски, перестановки букв в словах, замена одних букв на другие, зеркальное написание букв и так далее, которые свидетельствуют о наличии у ребенка дисграфии. Вот теперь давайте узнаем, что же такое дисграфия. Дисграфия – это неспособность овладеть в должной мере письмом, несмотря на сохранный интеллект, нормальный физический слух и зрение. Распознается дисграфия по специфическим повторяющимся ошибкам стойкого характера. То есть определений дисграфии очень много, но все они сводятся к тому, что это специфические ошибки. То есть они постоянно повторяются. Давайте теперь узнаем, в чем же причина дисграфии. Итак, причинами могут быть наследственная предрасположенность, наличие у родителей нарушения письменной речи. Дети наследуют от родителей качественную незрелость головного мозга в его отдельных зонах. Еще одной причиной может быть патологические факторы, вредное воздействие, пренатальный, дородовой период жизни ребенка, натальный, то есть момент родов, постнатальный, послеродовой период. То есть надо обращать внимание, как мама проходила беременность, в какой период времени был, предположим, токсикоз, в момент родов, были ли какие-то осложнения в момент родов. Это тоже точно так же является причинами в дальнейшем обучении ребенка, успешном обучении ребенка грамотности. Ну и постнатальные, это может быть перенесенные какие-то инфекционные заболевания, это тоже могут быть причинами. Также есть функциональные причины, это воздействие биологических и социальных факторов, это длительное соматическое заболевание, также неправильная речь окружающих, дефицит речевых контактов, двуязычие в семье, недостаточное внимание к речевому развитию ребенка со стороны взрослых. Данные факторы тоже точно так же могут влиять в будущем на письменную речь ребенка, на устную речь ребенка. Почему логопед, когда занимается с ребенком в дошкольный период времени, он работает над
теми гранями развития речи. И связанная речь обязательно, и грамматические категории развивает, и звукобуквенный анализ, синтез, обучение грамоте, развитие фонематического слуха. Если ребенок не посещает логопеда, и у него есть, конечно, родители слышат, что ребенок неправильно разговаривает, неправильно употребляет падежи, неправильно произносит слоги в словах, заменяет слоги в словах, то в такой ситуации обязательно нужно обращаться к специалисту, если родители сами не в силах справиться с данной проблемой. Потому что данная проблема, естественно, она перетечет уже в более глубокую проблему. Это нарушение письменной речи, естественно, как дисграфия, и еще бывает дислексия, когда ребенок не может даже читать, научиться. Но мы сегодня не об этом. Так, итак, давайте дальше посмотрим, какие же у нас основные формы дисграфии бывают у нас. Артикуляционно-акустическая. Ребенок, имеющий нарушение звукопроизношения, опираясь на свое неправильное произношение, пишет так, как говорит. Рак, ак. Предположим, не произносит звук р, и, естественно, он его в слове упускает. Лавка, вавка. То есть в данной ситуации мы видим замену звука л на звук в, потому что ребенок тоже этот звук не произносит. Чайка, тяйка. Точно так же замена, например, звука ч нет у ребенка, и он заменяет на тот звук, который он произносит, заменяет звук ч. В данной ситуации звук ч. Вот. Также является акустическая форма дисграфии. Смешивает на письме буквы, обозначающие звонкие, глухие звуки. Булка, пулка, козочка, косочка. Свистящие, шипящие звуки. Санки, шанки, яйцо, яйцо. Вот. Тоже достаточно стойкие вот эти проблемы. Мягкие, твердые звуки. Письмо, письмо. То есть ребенок не дифференцирует звуки по мягкости и твердости. Любит, лубит. Мы немножко попозже, уже когда перейдем к практической части, мы также обратим внимание на профилактические вот эти игры, которые способствуют различению звонкости и глухости звуков, мягкости, твердости звуков. Ну, а теперь мы дальше продолжим. Также аграмматическая форма дисграфии. Аграмматизмы на письме отмечаются на уровне слова, словосочетаний, предложений, текста, пропуск членов предложения, несогласование в роде и числе, например, желтое солнце, не изменяет слова по падежам, родам, числам, вижу рысю, два рыся. Это грамматическая форма дисграфии может проявляться также очень стойко у детей с общим недоразвитием речи. Так, дальше. Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза. Что это значит? Это пропуски букв, слогов, перестановки букв и слогов, недописывание слов, то есть окончание, может быть, слов, написание лишних букв в слове, повторение букв и слогов, контаминация в одном слове слоги разных слов, красная сумка, то есть объединение двух слов в одно слово. Красная сумка, красика, то есть красная и сумка, аморфное слово сокращенное. Слитное написание предлогов, раздельное написание приставок, то есть дети также не дифференцируют, что такое приставка и что такое предлог. Следующая форма – это оптическая дисграфия на письме. Это когда ребенок заменяет графически сходные буквы. Ну вот, например, какие у нас буквы есть? Б, В могут заменять. Зеркальное написание букв, то есть в обратную сторону. Но не все у нас буквы могут быть зеркальными, то есть надо также обратить внимание на то, что есть буквы, которые и так пишутся. Вот, и, естественно, уделять внимание при профилактике именно на те буквы, которые могут менять свое положение. Да? Так, также искажение написания букв. Не там написали хвостик, не там сделали петельку. Это тоже является формой оптической дисграфии. Ну и
Орфография. Стойкая неспособность применять орфографические и синтаксические правила на письме, несмотря на знание соответствующих правил. То есть не такая распространенная форма, но она тоже имеет, она существует. То есть когда ребенок знает все правила, но правила применять на письме не может. Это тоже является формой дисграфии. Так. Так, давайте продолжим дальше. Так, пока вернемся. Так, для успешной профилактики дисграфии у дошкольников необходимо определить признаки, по которым можно предсказать проявление дисграфии, и конкретные методические приемы, позволяющие устранить имеющие предпосылки. То есть не только педагоги должны обращать внимание на что у ребенка происходит с устной речью, с письменной речью, но, естественно, родители в первую очередь. Итак, одна из первых задач, с которой встречается начинающий обучаться грамоте ребенок, это необходимость усвоения букв. Обычно при слове «буква» в нашем сознании невольно всплывает непосредственно сам буквенный знак, его зрительный образ. Однако здесь важно понять, что процесс усвоения букв не сводится только к запоминанию буквенных знаков. Ведь каждый буквенный знак важен не сам по себе. Его назначение состоит в том, чтобы при его помощи обозначить вполне определенный звук речи. Поэтому, чтобы усвоить буквы, ребенок прежде всего должен уметь хорошо различать на слух все речевые звуки и не смешивать их друг с другом. Еще хочу повториться, что очень часто приходит, когда беседуешь с родителями, родители обращают внимание на то, что ребенок не произносит, например, букву «Р» или букву «Ш» не произносит. Каждый раз родителям в консультации говорю, что буквы – это графический образ. И мы с детками со своими всегда проговариваем то, что буквы мы всегда видим и можем их писать. Это то, что на письме производится. А непроизносимые, нарушены – это звуки. Звуки – это то, что мы слышим, то, что мы произносим. Ну и только при этом условии ребенок сможет прочно связать между собой определенный акустический образ каждого речевого звука, фонемы, звук фонемы, и вполне определенным зрительным образом буквы, то есть графема, то, что мы слышим, и то, что мы видим. И лишь после установления прочной связи между каждой фонемой и соответствующей ей графемой ребенок сможет без затруднения озвучивать каждый буквенный знак при чтении и легко подбирать нужную букву для обозначения записываемого в процессе письма звука. Следовательно, одной из необходимых предпосылок успешного обучения ребенка грамоте является развитие его слуховой функции. Сюда входит и слуховая дифференциация, то есть различение звуков речи, а также начальные формы звукового анализа и синтеза. В этих процессах участвуют еще и речевые артикуляции. Для ребенка, начинающего обучаться грамоте, сложность представляет и усвоение зрительных образов букв, овладение умением быстро и безошибочно отличать их друг от друга по внешнему виду. Одним детям сравнительно быстро удается преодолеть эту сложность, а для других она оказывается труднопреодолимой. Для того, чтобы ребенок мог научиться различать сходные по своему внешнему виду буквы, у него к началу учебного года, началу школьного обучения должны быть сформированы зрительно-пространственные представления. Необходимым условием для развлечения оптически сходных букв является развитие у ребенка способности к тонкому зрительному анализу и синтезу. Мы дальше в процессе нашего вебинара посмотрим практический материал, как можно это применять. Итак, к тонкому зрительному анализу и синтезу. Умение мысленно расчленить предмет, в том числе и буквенный знак, на составляющие его отдельные части или элементы
или наоборот, объединить отдельные части и элементы в единое целое. Процессы анализа и синтеза обычно выступают в единстве, дополняя друг друга. Итак, для того, чтобы ребенок получил реальную возможность овладеть письменной речью, а не просто обучиться грамоте, у него еще в дошкольном возрасте должна быть хорошо развита устная речь. Под полноценной устной речью, которая может служить надежной базой для овладения письмом, понимаем следующее. Это правильное произношение всех звуков речи. Прежде всего не должно быть взамен одних речевых звуками другими. Тот же самый мы смотрели с вами, что ребенок для правильного владения письменной речью, например, не должен заменять, если звука «л» нету его, он заменяет звуком «в», например, да? Или смягчение звука, например, звук «ш» есть, вернее, звука «ш» нету, есть звук «щ». Вот. Это вот как раз идет замены. Поэтому на это обязательно надо обращать внимание. Например, ребенок говорит, например, не шапка, а щапка, да? Говорит не лопата, вернее, не лопата, а лопата. Вот. Так, дальше, что же нужно для того, чтобы развивалась устная речь? Это владение достаточным по объему словарным запасом при условии правильного понимания значений усвоенных слов. Следующее – это умение грамматически правильно оформлять предложения, то есть в соответствии с законами грамматики соединять отдельные слова между собой для выражения законченной мысли. Владение связанной речи, то есть умение логично и последовательно связывать отдельные предложения между собой для построения связанного высказывания. И также хочу напомнить, что прежде чем развивать у нас устную речь, прежде чем развивать речевой слух, нужно вспомнить родителям прежде всего, из чего состоит наша речь. Наша речь состоит из предложений. Что такое предложение? Предложение – это законченная мысль. Предложения состоят из слов. Например, наступила долгожданная зима. Слова состоят из слогов. Зима. Слоги состоят из звуков. Звук «з» и звук «и». Звук «м» и звук «а». Звук – это то, что мы слышим и произносим, как я уже сказала. Буква – это то, что мы видим и пишем. Звук на письме обозначается буквой, а буква, как я своим детям говорю, является домиком для звуков. Звуки бывают у нас гласные, согласные. Гласные звуки у нас умеют петь. В русском языке существует 6 гласных звуков. Это звуки А, О, У, И и Э. Также есть звуки, смягчающие согласные звуки, соответствующие звукам А, Я, О, Ё, У, Ю, И. У нас отдельный звук. Е, О, Ё. Вот. Также есть у нас согласные звуки, которые делятся на звонкие, глухие, твердые и мягкие. Есть у нас звуки, которые всегда являются твердыми, это Ш, Ж, Ц. Есть звуки, которые всегда являются мягкими, Ч, Щ, Й. Это небольшое отступление, чтобы вам вспомнить русский язык, начальную школу. Так, ну что же, продолжим дальше. Для устранения предпосылок дисграфии необходимо использовать целый ряд методических приемов, оказывающих профилактическое воздействие на важнейшие сферы развития. Итак, развитие дифференциального слухового внимания, устранение предпосылок акустической дисграфии. Что же это такое? Чаще всего бывает
бывает затруднена слуховая дифференциация следующих пар: акустическая и артикуляторно близких звуков, относящихся к определенным фонетическим группам. Это звонкие и глухие. Какие же у нас звонкие и глухие? П, Б, Т, Д, К, Г, Ф, В, С, З, Ш, Ж. Мягких и твердых: Б, Б, В, В, Г, Г, Д, Д, З, З, К, К, Л, Л, М, М, Н, Н, П, П, Р, Р, С, Т, Т, Ф, Ф, Х, Х. Также дифференцируются у нас свистящие звуки: С, З, Ц. И их мягкие у С и З мягкие звуки С и З. Также шипящие: Ш, Ж, Ч, Щ. Сонорные звуки: Р, Р, Л, Л и звук И. Самым важным в данном процессе является подчеркивание всеми возможными способами имеющихся между этими звуками различий. Внимание ребенка сначала нужно привлечь к развлечению положений органов артикуляции, хотя бы видимых: губы, язык и рот, а затем как можно ярче подчеркнуть разницу в звучании звуков. Для этого лучше всего отождествить речевые звуки с теми звуками, которые часто приходится слышать в природе. Звук З, писк комара, звук Ж, жужжание жука. Но это такие звуки кардинально различающиеся. Есть звуки очень, предположим, мягкие и твердые звуки, детям сложнее намного дифференцировать. Поэтому, например, когда мы работаем, я работаю со своими детками, мы произносим слова с данным звуком и твердо. Если ребенок затрудняется в определении твердости и мягкости звука, то мы произносим правильно и неправильное слово. Ну, например, если, например, возьмем слово фен. Вот сегодня с детьми мы проходили звук Ф и Ф. И задание было такое, чтобы деткам нужно было определить твердость и мягкость звука, то есть найти какой звук. И ребенку был звук картинка со словом фен. Ребенок определил, что там твердый звук. Но мы тогда произносим в обратную сторону: фен. Правильно мы сказали? Нет, неправильно. Значит, ребенку прямо подчеркивать неправильность произношения звуков для того, чтобы он мог различить, где он правильно услышал, где неправильно услышал, где правильно произнес, где неправильно произнес. И тогда, если часто работать над этим, то, конечно, ребенок научится различать и твердые, и мягкие звуки, и звонкие, и глухие звуки. То же самое мы играем, например, звонкие, глухие, например, говорим бочка, почка. Учимся также различать, где у нас звук Б, где у нас звук П. Например, дифференциация шипящих, свистящих: мишка, миска. То есть и тут же обращаем внимание на артикуляцию. То есть мишка, губки вперед вытянули, миска, у нас улыбнулись, да, и услышали свистящий звук. И в процессе постоянной этой работы будет, конечно, очень хороший результат. Так, следующая у нас предпосылка – это забота о своевременном исчезновении возрастного косноязычия, устранение предпосылок артикуляторно-акустической дисграфии. Звуковые замены в речи ребенка нормальны, только до определенного возраста, и они обязательно должны исчезнуть не позднее, чем в 5-6 годам. Наиболее частой причиной задержанного возрастного косноязычия является недостаточно четкое развлечение ребенка тех или иных звуков речи на слух. Ведь правильным произношением ребенок овладевает по подражанию, причем ориентируясь в основном на слуховое восприятие звука, а не на его артикуляцию. Поэтому коррекционно-профилактическую работу нужно начинать с развития слуховой дифференциации с опорой на более сохранные функции. То есть то, что мы сейчас рассмотрели в предыдущей предпосылке.
Когда в речи детей наблюдается искаженное произношение звука, например, звук «р» произносится картаво, то здесь нужно, конечно, работать именно над постановкой звука. Так как при нечеткой и смазанной артикуляции многих звуков прощупать звуковой состав слова будет очень трудно. Поэтому всегда родителям своим говорю в консультации, всегда говорю, что нужно, речь является образцом для вашего ребенка. Ваша речь – это образец речи вашего ребенка. То есть как вы разговариваете, если вы с ним сюсюкаетесь, смягчаете все слова, то он, естественно, будет звуки смягчать. Поэтому четко произносить слова, четко произносить предложения, так, чтобы ребенок понимал ваше предложение, либо инструкцию вашу. И, естественно, да, мы умиляемся, когда ребенок маленький, когда он смягчает, когда у него смешные такие слова происходят, когда он заменяет звуки. И мы тоже пытаемся повторить ребенка, потому что нам за ребенком неправильное слово, потому что нам приятно это, да? Но для того, чтобы речь развивалась у ребенка, естественно, нужен обязательно образец вашей речи. Дальше, следующая предпосылка – это развитие пространственных представлений, зрительного анализа и синтеза, устранение предпосылок оптической дисграфии. Профилактика оптической дисграфии должна быть направлена на формирование представлений о форме, величине предметов, ориентировке в правой и левой сторонах пространства, работа над пространственными предлогами, узнавание букв в усложненных условиях. Дальше будет практический материал, и там мы с вами посмотрим, какие можно применять задания для того, чтобы устранять предпосылки оптической дисграфии. Так, следующая предпосылка – это обогащение словарного запаса и забота о правильном формировании грамматического строя речи. Устранение предпосылок о грамматической дисграфии. Но я говорила, что чаще встречается грамматическая дисграфия у детей, у которых идет общее недоразвитие речи. То есть когда страдают все функции речи, помимо того, что и связанная речь, и развитие фонематического слуха, развитие анализа синтеза. Естественно, тут идет развитие проблемы в грамматике, то есть грамматический строй речи страдает у ребенка, но, естественно, и связанная речь. Что для этого нужно? Для обеспечения полноценного формирования грамматического строя речи у детей с предпосылками о грамматической дисграфии необходимо решить следующие задачи. Во-первых, помочь ребенку усвоить основное смысловое значение каждой грамматической формы, научить ребенка самостоятельно образовывать грамматические формы, в том числе и в малознакомых словах, по заданному образцу, то есть по аналогии. Дать ребенку достаточно много однотипных образцов правильных грамматических форм, что значительно облегчит для него их усвоение. У ребенка обязательно должно быть сформировано умение быстро и правильно подбирать однокоренные слова, связанные друг с другом по смыслу, а не просто похожие, по своей внешней форме. Уточняется название многих предметов, действий, признаков. Ребенок должен знать не только названия обобщающих понятий, но и уметь называть хотя бы несколько пород деревьев, видов животных, предметов одежды. То есть обращаем внимание в данной предпосылки, когда мы говорим о словарном запасе, то есть мы и о грамматическом строе речи, то вот такие игры, я уже неоднократно в консультациях говорила, что обязательно обогащаем речь за счет глагольного словаря, словаря признаков, словаря наречий, словаря антонимов. Грамматический строй – это обязательно уменьшительно-ласкательные суффиксы, например, яблоко, яблочко, дверка, дверь, дверка, потому что часто родители не замечают, как ребенок образует какие-то формы. Например, очень часто ко мне детки приходят, и начинаешь проверять, и смотришь, ребенок кровать, кроватик называют, не кроватка, а кроватик, дверь, дверик. Вот. Жук, жучик называют. То есть в данной ситуации обязательно нужно обращать внимание, как ребенок образует грамматические формы. То же самое с множественным числом.
например, стол, столы, яблоко, яблоки, стул, стулья. То есть у нас не всегда схожие окончания идут, да, то есть еще форма меняется. Например, дерево, деревья, не деревы, а деревья. Например, воробей, воробьи, они там, дверь, двери, да, мы говорим. Также обращаем внимание на окончание падежных конструкций. Например, когда вы спрашиваете ребенка, о чем он мечтает, да, и он говорит, я мечтаю машинка, да, просто, значит, мы мечтаем о машинке, и употребление, естественно, предлогов, падежных предлогов, и в то же время окончание. Например, кого ты хочешь угостить конфеткой? Я хочу угостить конфеткой маму. Да? Мы обращаем на это внимание. А не так. Я конфетка маме. То есть должна быть и фраза, и окончание. Поэтому обязательно обращаем на это внимание и помогаем ребенку. Следующее — устранение предпосылок дисграфии на почве несформированности фонематического анализа и синтеза слов. Наверное, самое такое сложное и распространенное. Ребенок должен овладеть следующими видами звукового анализа и синтеза. Это узнавание звука на фоне слова, то есть определение примерного места звука в слове по принципу в начале, в середине и в конце. Также часто родители у меня выполняют, когда с детками задания, сами иногда не ориентируются в данной среде и где находится звук. И определяет не звук, а определяет слог. Например, дается, ну, когда трехслоговое, то есть трехзвуковое слово, например, дом, там легко определить. Звук «д» стоит в начале, звук «о» стоит в серединке слова, и звук «м» стоит в конце слова. А если, например, дается слово, например, лопата, да, нужно определить, какой первый звук у нас. Или ищем, например, звук «л» находим, да, где стоит звук «л». В слове «лопата». В начале слова, потому что мы его сразу произнести. Лопата. Есть, например, слово «стол». Да? Мы произнесли, сказали «стол», и мы сразу услышали, что в конце у нас больше после звука «л» ничего нет, значит, он будет в конце стоять. А вот, например, в середине бывает очень сложно определить. Например, «полка». В начале у нас нет звука «л», в конце тоже нету. Значит, звук будет стоять в серединке слова. Но бывают такие слова, например, такие, там, определим, например, так, ну, тыква, например, да, нам нужно найти звук «в», тыква. Где мы ищем? В начале слова нету звука «в», да? Там звук «т» стоит. Ищем в конце слова тыква. И вот тут появляется проблема. Родители говорят, о, в конце стоит звук «в», потому что тыква. У нас слог «ва», а звук у нас последний «а». Раз, значит, у нас в начале нет звука «в» в слове тыква, на конце у нас тоже звук «а», тоже нету звука «в», значит, звук будет стоять в серединке. Так. Так, ну и дальше. Ну и вот теперь мы переходим как бы к практической составляющей нашего вебинара. Тут есть игры, я подобрала игры упражнений, которые будут способствовать профилактике дисграфии. Ну, во-первых, чтобы развить слуховое внимание, вот есть такие игры. Что звучит? Сначала с детьми учимся различать контрастные по звучанию предметы. Бубен и дудочка, да? Затем близкие по звучанию. Большой колокольчик, он, например, низко звучит, и маленький колокольчик, он звучит высоко, да? Различает ребенок два предмета различает по звуку, можно подключать третий предмет. Также мы можем, что звучит, не обязательно брать музыкальные инструменты, мы можем брать любые звуки, которые
можем произвести. Например, мять бумагу, стучать ложкой, например, погремушку взять, и чтобы ребенок учился различать, какие звуки он услышал. Но сначала для того, чтобы ребенка научить различать, мы должны сначала показать, он должен прощупать, сам этим предметом взаимодействовать, и только после этого мы предмет прячем, и ребенок на слух должен узнать, какой предмет звучал. Ну, то же самое, где звучит погремушка. Погремушка, колокольчик, бубен. Это уже может быть игра в пространстве, то есть где звучал. Может быть, под столом звучал, да, то есть ребенок закрывает глазки, и взрослый играет предметом, звучит в разных сторонах, да, где-то, может, в шкафу там звучал, или в коробочке он услышал этот звук. Вот то же самое, вот игра как раз «Догадайся, что это», узнавание, дифференциация шумов, бытовых шумов, шуршание бумаги, фольги, ткани, такие более низкочастотные, поэтому ребенку иногда бывает очень сложно дифференцировать. Также мы можем слушать бытовые звуки, это звучание пылесоса, звучание воды, звучание, например, молотка, кто-то стучит, да, или перфоратор, например, работает. Дальше. Следующая игра – это громко-тихо, умение дифференцировать и различать громкие и тихо звучащие предметы. Ну, например, тихо присесть, то есть услышал ребенок, что человек сел, да, громко поднять руки вверх, можно будет хлопнуть, да, но перед этим, прежде чем вы будете в игры играть, вы должны всегда обучить ребенка и показать ему, что вы делаете, потом уже ребенок должен различать. Затем игра, какие звуки нарушают тишину, это умение, то же самое, на внимание, развитие, слуховое внимание, то есть ребенка привлечь, то есть ребенок может отвлекаться на какую-то игру или что-то шуметь, и в этот раз его организовали, и давай послушаем, какие звуки мы услышали, где. Ага, машина едет, так, жарятся котлеты на кухне, а где-то шмель жужжит за окошком, да, то есть вот так, чтобы ребенок мог концентрировать свое слуховое внимание на каком-то определенном звуке. Кто услышит больше звуков, то есть можно в группе детей играть, прислушаться к звукам вокруг и назвать, что же слышно, какие звуки. Звуки леса, луга, улиц, как я уже говорила. Тоже игра интересная с коробочками, когда ребенку показываем, какие насыпаются предметы. Например, то же самое в киндер-сюрпризы можно насыпать. Крупы, монетки, пуговицы. Сначала посмотреть, какие, послушать, а уже потом ребенок должен различать. Ну, жмурки с колокольчиком, тоже очень интересная игра, и очень детки любят играть, когда нужно ориентироваться на слух и идти туда, где звенит колокольчик, поймать. То есть ребенку закрываются глаза, и ребенок ловит. Морзянка, повторить ритм простукивания, постоянно усложнять ритмический рисунок. Да? То есть если сначала мы можем простые взять, да, можем потом звуки такие. Деление слов на слоги. Например, когда уже ребенок, мы изучаем, развиваем фонематический слух, работаем над фонемами, и также мы учим слоговую структуру слов. Например, дается слово муха. Вот присесть. Муха. Также мы играем с детками, хлопаем. Там, например, то же самое. Лопата. Да? По шагам, например, идем и шагаем и говорим, например, картина или, например, дом. Один шажок делаем. Повторить цепочку звуков слогов, слов. Ну, например, такая тоже игра. Различаем звуки, те же самые по звонкости и глухости. П, Б. Ребенок должен повторить. Мы говорим П, Б, Б. Звуки повторил. Слоги повторяем. Ба, ба, па. Не может ребенок, например, 3 слога сразу усвоить. Сокращаем до 2. Например, па, ба. Потом добавляем па, ба, пу.
па, ба, пы, или бы, па, с разными согласными звуками. Ну и слова, например, проговариваем. Если шипящие, например, закрепляем, например, шахта, шапка, шайба. Ребенок должен услышать, произнести. Или, например, когда дифференцируем звуки ш и с, предположим, да, шапка, сайка, шуба. Вот ребенок должен повторить цепочку. Он, во-первых, и запомнить должен, и в то же время артикуляторно перестроить свой речевой аппарат, то есть артикуляцию поменять. Дальше поймай звук. Дети сигнализируют, если услышат нужный звук. Ну, мы, например, играем в игру «Поймай звук», это хлопаем в ладоши. То есть у нас есть задуманный звук, мы, например, ловим звук «м». И вот я произношу, взрослый, вернее, произносит а, о, у, м. То есть, когда услышит ребенок звук м, он должен хлопнуть. Произносится все четко, не смазано, потому что ребенок должен слышать и дифференцировать звуки. Также мы, поймая звуки, ловим в слогах и также в словах. Например, тот же самый звук м ловим та, ка, по, му, и ребенок ловит, да? Поначалу, когда ребенок еще не различает, мы можем выделять данный звук. Если когда уже ребенок научился выделять звук, то уже ровно произносим та, пы, мы, к, пу, и ребенок уже слышит, например, заданный звук, например, мы, и он уже произносит. Ну и в словах то же самое. Например, говорим суп, ищем звук м, например, да, суп, мама, ребенок хлопнул, Катя, Маша, ребенок хлопает, то есть слышит. И звук также может в разных позициях стоять. Следующее, так, ну или вот, например, игра «Собери слова в корзинку». Дети называют слова на заданный звук. Ой, извините, немножко перебежала. Так. Угу. Ну вот найди место звука в слове мы уже проговорили с вами, что вот используются домики с окошками, начало, середина и конец слова. Разложи картинки, например, Оле картинки с названием, слова начинаются со звука О, Ире, например, со звука И. Затем задание также может здесь усложняться, если звук вообще в какой позиции стоит, например, может в начале, может в серединке, может в конце звук стоять, да? Так, сколько гласных, столько согласных звуков. Используется звуковая линейка. То есть мы определяем количество звуков, выкладываем звуковой анализ, делаем, определяем количество гласных, согласных звуков. Например, также зрительные диктанты. Нарисовать столько кружков, квадратиков или овалов, сколько звуков в слове. Например, да? То же самое вы можете сказать, например, начинаем с простых слов, трехзвуковых, например, дом, ком, суп. Вот. И ребенок определяет суп, и он пишет, рисует квадратики. Раз, два, три, например, да, или там овалы рисует. Затем все по мере усложнения, да, ребенок усвоил, и он уже рисует там сколько количество, да, тоже. Так, какая картинка лишняя? Все предметы на картинках начинаются на определенную букву. Один предмет на картинке на любую другую букву. И ребенок должен определить лишнюю картинку. Ну, например, дается машина, дом, кукла и там, майка. Ребенок должен сказать, например, слово кукла лишнее, потому что здесь машина есть звук М, дом есть звук М, майка есть звук М. Вот. Так. Ну и, естественно, когда вы уже работаете с самими буквами, чтобы ребенок запоминал, складывается зрительный образ буквы, графема, естественно, мы играем в игры, складываем буквы из счетных палочек, лепим из пластилина, обводим, выкладываем из круг, рисуем на песке, делаем из пуговиц. Сейчас очень распространены в фикс-прайсе камушки различные, с камушек выкладываем, камушки Марблс называется.
из проволочки, есть специальные мягкие проволочки, такие в магазинах для декорирования, кто занимается, там видели, наверное, такие мягкие проволочки, пушистые есть. Вот, и с помощью этих предметов выкладываем букву. У меня разработан, давно уже существует сенсорный алфавит, с помощью которого мы с ребятами запоминаем буквы, предположим, и сделан этот алфавит именно из буквы, выложена из того материала, из которого начинается слово. Например, буква «М» выложена из макарон, буква «Н» выложена из ниток, буква «Д» выпилена из дерева. Вот. И то есть каждая буква, чтобы дети запоминали именно, что ну, они щупают, да, и запоминают, что вот материал, из которого сделан, тоже начинается на эту букву. Самое сложное было, например, с буквой «ы» разобраться, да, потому что слов со звуком «ы» нету у нас, поэтому мы взяли тыквенные семечки, потому что там он в ударной позиции тыква, да, вот, и «ы» очень четко мы слышим, и, естественно, дети уже запоминают, что звук «ы» тыквенные семечки. То же самое сложно был звук «и» подобрать, потому что тоже материал. И мы вот со своими педагогами сделали букву из йогурта, обертки из-под йогурта, и мы вот наклеили на букву «и», чтобы дети ее читали и видели йогурт, вспоминали. Так, ну и дальше сейчас мы с вами посмотрим, вот какие еще можно использовать, какой материал можно практически. Смотрите внимательно, решать ребусы с детьми, да, то есть по первым звукам в словах определять и записывать в квадратике, какое слово получилось. Например, дом. Тут целая у нас получается пословица: делу время, потехи час идет, да. Вот, например, слово мячик, да, мы прочитаем первый звук: мишка м, яблоко я, часы, иголка, книга. И у нас получилось слово мячик. И вот здесь можно зарисовать даже. Дети очень любят такие задания, когда уже усвоены и буквы усвоены, и в то же время закрепляется написанием букв. Следующее. Найди правильную букву. Вот задание для профилактики оптической дисграфии. Да? То есть, когда ребенок затрудняется. Вот мы видим, что буквы, которые имеют зеркальное отражение, то есть, предположим, буква «Х» не имеет зеркального отражения, поэтому мы ее и не берем. Или буква «М», они одинаково пишут, что так. Да? А вот берутся буквы, которые имеют зеркальное отражение. И вот мы, смотрите, задания, которые существуют. Ребенок зачеркивает неправильную букву. То есть каждый раз выполнение данных заданий, оно уже формирует правильный графический образ. Дальше расставить буквы по порядку. Ну, первая, например, буква Ф. Ставим Ф, Л, А, Г. И у нас получилось слово флаг. Находим картинку. То же самое здесь. Задания такие. Следующее, зашифрованное слово. То есть найти дорожку, по дорожке пройти и найти, где буковка и ее кружочек. Да, и у нас получается, что школа. Нет, не школа, кошка получается. Сама ошиблась. Вот. Следующее задание. Ну вот тоже очень интересное задание. Дети очень любят с такими играми играть. Находим слово. Можно там закрасить кружочек, да? Дым, дымак. Да, смотрите, дым закрасили. Мак, кит, тир, рот. Так, что у нас тут еще? Том, мир, рис, сын, нос, оса, сад. Видите, сколько слов мы нашли в одной цепочке, волшебной цепочке. То же самое, составить слово. То есть даются буквы, попробовать составить слово. Следующее, спрятанные слова. Какие слова здесь спрятались? Запиши в клетках, придумай предложение с каждым словом. То есть здесь даже две функции, помимо того, что еще
понять, что за слово здесь спряталось, придумать предложение. То есть это тоже уже такая достаточно серьезная работа. Вот. Так, следующее. Ну вот ориентировка на листе бумаги. Как я уже говорила, по профилактике, для профилактики оптической дисграфии учимся также ориентироваться. То есть говорим ребенку, где левая рука, где правая рука. Вспоминаем эти руки. Затем положить круг в правом верхнем углу, слева от него крестик, в нижнем углу квадратик и так далее. Графический диктант. Нарисуй в центре листа треугольник, справа от него нарисуй круг, слева от треугольника ромб и так далее. Вот. Обратите внимание, значит, что вот повторить рисунок. То есть сначала тут, конечно, довольно сложные уже рисунки, но можно начать с легких, например, просто домик нарисовать, потом вот домик с такой крышей. То есть ребенок должен научиться и отчитывать клеточки, и правильно переносить. Или дорисуй рисунок, точно так же по клеточкам отчитывать. Также, так, сейчас. Есть еще задания, сейчас появились новые задания, когда с ребенком играем, например, с пальчиками. Даются слова, ребенок должен произносить слова, и при этом он должен пальчиками выставлять на кружочки, например, под каждым словом своего цвета кружочек, либо выставляем фишечки разного цвета, и ребенок должен соотнести палец, цвет и слово, и сказать это. Это очень достаточно сложное задание, и не каждый с первого раза справляется. Например, дается задание там красный цвет, указательный, например, большой палец красный, зеленый, синий, желтый, там фиолетовый цвет, да, и, например, слова дается, например, санки, например, фиолетовым, да, и ребенок должен на кружочек поставить мизинчик, вот, соотнести, тоже достаточно сложное задание. Вот, также играется сейчас уже с ручками, мы называем слово, играем руками, например, там, какое слово дается, например, радуга, кулачок сжать, и мы сжимаем, смотрим, как нужно повернуть. Это тоже вот эти нейросенсорные связи, которые помогают в дальнейшем нам именно ориентироваться и в звуковой среде, и в моторной среде, когда мы учимся писать. Вот. Ну и в заключение, если вы хотите, конечно, помочь своему ребенку, не забывайте, что ничего не делается по мановению волшебной палочки. Нужно время, терпение и система. Родители, учителя и специалисты должны работать в тесной связке. Только тогда можно достигнуть желаемого успеха. Так что если есть проблемы у ребенка, даже в дошкольном возрасте, родители должны уже бить тревогу и связываться со специалистами. Если ребенок уже посещает речевой сад, то обязательно приходить на консультации, спрашивать, как дома работать, чтобы в дальнейшем ребенок был успешен. Необходимо выполнять все, что назначено специалистом, и не к случаю к случаю, как сказано. Иначе наступившее улучшение быстро сойдет на нет, и проблемы могут только усилиться. И также помните, что ребенок не виноват в своих проблемах. Он пока просто не может писать и читать лучше. И ему нужно помочь. Так, и следующее, я вот подготовила небольшой список литературы. Литературы достаточно много по профилактике дисграфии, именно много практического материала. Ну вот, и обратите внимание, вот, например, Гамзяк, тетрадь «Я буду писать правильно», очень там с буквами, очень интересные задания. Также Олеся Жукова, простые увлекательные упражнения по обучению чтению, 15 минут в день. Очень интересное задание, детям очень нравится играть именно с буквами. Идет задание там и на чтение, и на нахождение неправильных букв, и обучение, то есть расширению словаря идет. То есть достаточно очень хорошее пособие. Также Яворская игротека для дошкольников, профилактика дисграфии для детей 5-7 лет. Вот у Мазановой есть альбомы
«Учусь не путать звуки». Альбом номер 1 по коррекции акустической дисграфии, альбом номер 2 по коррекции оптической дисграфии. Ну и хочу поблагодарить вас за внимание. Спасибо, что прослушали мой вебинар. Надеюсь, что вам помогла, дала какой-то практический материал. Поэтому желаю вам всем творческих успехов и помощи своим деткам. Спасибо за внимание. До свидания.